Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 13 октября, и вы смотрите первый выпуск информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». В студии Владимир Сенюшкин. Еще в 1852 году Иван Иванович Пущин, лицейский друг Пушкина и, по выражению гения русской литературы, друг бесценный, писал так: «В России меньше всего знают, что в ней происходит. Это программа для тех, кто хочет знать события в лицо». Наш сегодняшний гость – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Александр Артемьев. Александр Еремеевич, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Ну, во-первых, Александр Еремеевич, примите поздравления с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо. В воскресенье, 11 октября он случился, и 11 уже октября завершилась работа Российской аграрной выставки-ярмарки «Золотая осень-2015». Самая главная награда – это прежде всего получила гран-при правительства Республики Саха-Якутия за поддержку и оказание содействие в проведении выставки ярмарки «Золотая осень». Всего 46 медалей. Медальный зачет такой. Зачет, из них 27 золотых. Конечно, направления разные. Традиционно себя тоже красиво подали преподнести такие предприятия, как СХПК «Чурапча», СХПК «Полюс холода», СХПК «Тюмень», СКИФ акционерного общества, Якутский хлебокомбинат, ФПК «Якутия». Те предприятия, которые кладовая, Лёкмы, СПК, можно перечислить. И плюс к этому Якутская сельскохозяйственная академия тоже получила 6 медалей. И к тому, к придаче, у нас еще и консультационно-методический центр премии сельхозе тоже достаточно солидно, красиво выступили. И институт повышения квалификации. Вот смотрите, консультационно-методологический центр АПК Республики Саха-Якутия в конкурсе за успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство получил золотую медаль. Ну, вот я почему-то зацепился именно за эту золотую медаль, потому что хочется спросить вас, а какие это инновации? Ну, например, какие инновации в сельском хозяйстве в этом году? Консультационно-методический центр – это направление этого центра. У нас как бы корни приходят даже на уровне Российской Федерации, есть такое. Но у нас пока, к сожалению, методологический центр республиканского уровня, но, тем не менее, оно занимается очень большим сфером услуг. Это, прежде всего, мы обучаем аграриев, это первая задача, консультируем аграриев и, само собой, те новые разработки, технологии, которые есть сегодня в сельском хозяйстве, внедряются через этот консультационно-методический центр. Центр у нас небольшой, но тем не менее в работе этого центра есть и свои очень много как бы плюсов, есть и кое-что минусов, но тем не менее стараемся, чтобы этот центр охватывал всю республику, включая Арктику, потому что сегодня востребованность услуг этого центра в республике огромна. Ну да, хотя бы одно направление, вот молодые фермеры, у нас направление есть, и семейные животноводческие фермы. Вот как раз этот центр плотно занимается над данной программой. Само собой, разумеется, это как бы подготовка людей для конкурса, подготовка бизнес-планов, консультирование данных видов, законодательства, нормотворческой деятельности. К законодательству мы еще подойдем, Александр Еремеевич. Я вот что хочу спросить. Не могу не затронуть одного момента. Ну, вот смотрите, с одной стороны, вот медали, награды. Действительно успех, успех полученный, заслуженный республикой на выставке «Золотая осень-2015». А вот недавнее ЧП. Поставка в Черский зараженной картошки. Как Минсельхоз относится вообще к этой истории с гнильцой, я бы так сказал? И что теперь? Будет ли дозавоз в Черский? Как теперь, собственно говоря, вот быть с этой ситуацией? Так, ну, вроде бы передачи у нас интересные, как бы начали с побед, с похвалы, но для этого есть и работа наша. Конечно. Да, я абсолютно с вами согласен, но вопрос, конечно, щепетильный, он непростой. Из тех 200 тонн картофеля, которые мы загрузили на 2 корабля, ну, 26 тонн, это которые направили в поселок Черский, да, Нижнеколымского района. Действительно, у нас тут вопросы возникли. Ну, проблемы есть. Была рабочая комиссия на той неделе, буквально на следующий же день, как это все получили. Сегодня идут как бы работы по выявлению причин данной ситуации. Ну,
можно и оценить субъективно, объективно. Есть вопросы. Пока сегодня комментировать, и как бы я воздержусь, но вопросы есть. Сегодня как раз у Петра Николаевича Алексеева комиссия будет совещаться, где, ну, соответственно, мы должны устранить те недостатки и дозавести продукции. Ну, Александр Еремеевич, а на взгляд Минсельхоза, на ваш взгляд, какая правительственная структура должна вообще отвечать за качество поставок и контролировать это качество? Это должен делать Минсельхоз или это какие-то другие структуры? Нет, ну надзорные органы есть у нас, и начиная как бы Роспотребнадзора, есть у нас ветеринарный надзор, сельхознадзор, есть Россельхозцентр, но тем не менее в республике аграрную политику делает, конечно, Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. Поэтому нисколько как бы не отказываются от ответственности. Все-таки в данной ситуации упущение есть, но это не час говорит о том, что вина чисто Минсельхоза, тут и начиная с поля, как бы кончая завозом, есть вопросы. Завершим эту часть нашей программы. Перейдем вот к чему. В своем поздравлении якутян с Днем работника сельского хозяйства вы сказали, цитата буквально, цитата вас, «Самоотверженный и добросовестный труд всех, кто связан с сельским хозяйством, обеспечивает качественное питание людей, что означает крепкое здоровье населения». Качественное? Да, безусловно. Но достаточно ли? Объем производства каких продуктов питания возможно увеличить в ближайшее время? И с точки зрения импортозамещения, что делает республика сейчас? Продовольственного импортозамещения. Так, ну, прежде всего, не только на республике, на российском, мировом уровне есть и программы импортозамещения, в том числе и в нашей республике такая программа разработана, соответственно, мы над данной программой все работаем. Конечно, объемы поднять и все импортозаместить за один год это практически нереально, но какие-то подвижки у нас в этом плане работа идет. Ну, вы как бы подчеркнули тот вопрос, что у нас экологически чистая продукция. Действительно, продукция наших местных товаропроизводителей нашей республики по праву сегодня оценена, вот один пример, выставкой «Золотая осень 2015». Но, конечно, дойти до идеала, довести всю аграрную отрасль, всю как бы вопрос продовольствия качественно, это нужно время. Но этот год у нас, конечно, время ограниченное. Я скажу, что по плану импортозамещения в республике идет достаточно серьезная работа. И в финансовом плане поддержка хорошая в этом году мы получили. Ну, конечно, цеплять по осени считает, будем считать и хорошо. По концу года. Такой провокативный несколько вопрос. А что на столе у министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия? То есть у меня лично? Да. Ну, как и все якутяне, все, что самое вкусное, якутское блюдо, у меня на столе, у моей семьи, вернее, и супруга моя очень вкусно готовит. Ну, хотя вы посмотрите мои комплектации. Хорошо. Александр Еремеевич, самая главная, наверное, часть нашей программы – проект закона о развитии сельского хозяйства в Республике Саха-Якутия. Ну, во-первых, с чем связана столь долгая подготовка этого закона? Когда он должен быть принят? На какой сессии Илтумен должен быть он принят? Ответьте, пожалуйста. Так, ну, закон действительно достаточно долго, 1,5 года занимались над первым проектом. Но Егор Афанасьевич Борисов, глава нашей республики, принял решение месяца 1,5 назад чисто вот концептуально разработать новый вариант данного закона, и было коллегиально заданы все первые как бы направления, и первый заместитель председателя правительства Петр Николаевич Алексеев назначен председателем данной комиссии по разработке закона. Конечно, Егор Афанасьевич публично обратился данным законом к населению нашей республики. Сейчас идет обсуждение этого закона? Идет обсуждение, между прочим, обсуждение идет... Этого проекта закона? В порядке закона идет, но есть, конечно, и другие мнения, есть и субъективное мнение, но я считаю, что закон сегодня в таком состоянии уже, думаю, будет принят, потому что по плану мы планируем ноябрьской сессии Государственного собрания Илтумен принят данный закон, но сегодня хочу заметить то, что 21 октября Министерство сельского хозяйства
приглашает всех глав муниципальных районов 21 октября и начальник управления сельского хозяйства, заинтересованных лиц, которые интересуются данным законом, на видеоконференции, где мы должны поставить точки, соответственно, принимать предложения, и уже как бы в дебатах рождается истина, закон должен в ноябре приняться. Но есть одна часть этого закона, конечно, это всех будет интересовать вопрос финансового подкрепления. Да, конечно. То есть закон отражает как бы сегодня и не только как бы наше направление как бизнес, оно отражает чисто наш якутский уклад жизни, как бы наши традиции. Есть все направления, кончая как бы традиционными отраслями севера. Вот поэтому считаю, что мы испокон веков занимались земледелием, занимались животноводством, коневодством. Это все должно охотным промыслом. Это должно быть отразиться. Эти направления все отражены и в проекте закона. Все отражены. И в связи с вступлением этого закона, конечно, статья 26.8 законов республики утратит силу, если этот закон будет работать с 1 января 2017 года. Но особое внимание хотелось бы обратить на данный закон. Это, конечно, по части муниципальной стороны. Это 2 статьи отражаются. Мы должны это тоже, как бы сегодня районы об этом тоже знать. Все-таки каждое полномочие, они подразделяются и государственное, и республиканское, муниципальное. Есть в законе еще одна статья, это гарантированный закуп избытка. Мы, соответственно, это уже получается наше будущее. То, что производится, например, государственный бюджет, Минсельхоз должен закупать и реализовывать. А что ждет министр от принятия этого закона? Вы? Ну, развитие сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства. Только он направлен на это, и он... И гарантии... И закон этот способен обеспечить это развитие. Да. Потому что закон должен быть подкреплен и финансово, и с другой стороны, он должен защищать интересы селян, товаропроизводителей. В законе, кстати, очень много внимания уделено как раз действительно государственной поддержке. Да. Товаропроизводителей, да, скажем так. А что должен сделать товаропроизводитель для того, чтобы получить эту государственную поддержку? Ну, он каким-то критериям должен отвечать. Он должен подать грант. Критерии должны быть. Но задача должна быть простая. Я так считаю, например. Мы, сегодня Министерство сельского хозяйства, которое ведет политику села, сельского хозяйства, должны все, что производят, закупить и положить в виде продукции на стол. Вы знаете, был такой американский фильм «Кто вы, мистер Брукс?». И там главный герой говорит: я всегда вкладывал в то, что больше всего нужно людям. Вода и кладбище – беспроигрышный вариант. А насколько рентабельно вложение в сельское хозяйство? Ну ведь есть такая, вы знаете, шутка, не шутка, что казино, женщины и сельское хозяйство – это гарантированная возможность, это гарантированная потеря денег. Насколько государство, вкладываясь в сельское хозяйство, это просто, это социальная какая-то мера получается? Ну, как сказать, ну, я сегодня как министр могу сказать, да. То, что вкладывается в сельское хозяйство средства, это сегодня достаточно хорошая поддержка, достаточно хорошая, для того, чтобы жить на селе достойно. Но то, что в связи с принятием данного закона, ну, я хочу, конечно, в любых цивилизованных регионах сельское хозяйство стало большим бизнесом. Я думаю, что в нашей республике мы тоже когда-то придем к этому. В статье 19 законопроекта говорится об информационном обеспечении сельского хозяйства. Как вы относитесь к идее Александра Ткачева, министра сельского хозяйства Российской Федерации, создать телеканал, который будет освещать работу отечественного АПК? Целый телеканал. Ну, 2 примера, например. У нас в республике раньше работала очень хорошая программа ТСР. Сегодня народ желает эту программу как бы почаще видеть, интересно сюжет задать. Но я не говорю, что НВК Саха сегодня в этом плане не работает. Работа идет. Работает. Да. И каждое воскресенье мы смотрим сельский час. Ну, министр, федеральный министр, товарищ Ткачев сегодня по праву оценил как бы то направление, которое будет работать. Я
конечно, буду рад только, если федеральный канал будет премией сельхоза Российской Федерации, это будет хорошо. Почему бы нет? Спасибо вам большое, Александр Еремеевич, за беседу. Я хочу сказать нашим телезрителям на прощание, что каждый понедельник, начиная с 19 октября, в прямом эфире «Арены событий» я буду беседовать с известными людьми. Вы также можете принять участие в каждом разговоре. Звоните нам в студию, задавайте вопросы на нашем портале nvkdefisonline.ru. Для этого мы будем анонсировать каждый раз и гостя, и тему. Мы будем рады любому интерактивному общению с вами. А сегодняшний выпуск «Арены» завершен. Напоминаю, что в гостях у нас был министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Александр Артемьев. Большое вам спасибо за разговор. Напоминаю, что это программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.